связи с плачевной ситуацией с гололедом в стране многие люди попадают в больницы. По словам заведующего отделением Беницито Таланта Сарымсакова, с 1 по 13 число уже госпитализировано 25 человек с серьезными травмами. 142 человека обслужено амбулаторно. Амбулаторно может быть легкие травмы, а 25 человек именно что серьезная травма. Там перелом ноги, перелом нижней конечной, верхней конечности, может перелом позвоночника и тазовых костей. По словам Айдара Дайкамбаева, заместителя директора муниципального предприятия «Тазалык», с прошлого года не применяется песок, а применяется техническая соль. Также есть специальная техника, которая подсыпает соль. В основном очищаются асфальтированные тротуары. На сегодняшний день выполнено 6500 тонн солей. Сотрудники работают у нас 701 дворник, спецтехника 41 единица, трактора, машины, УКМки, грузчики 130 человек и бригада ДУ дорожников 40 человек. Вот эта техника подсыпает соль. Мы провели соцопрос среди горожан и гостей столицы, которые также высказали свое недовольство. Среди них и Александр, чья жена попала в больницу, так как упала на дороге во время гололеда. У меня жена вчера чуть с сотрясением в горбольницу не ехала, в травматологию. Больницы не чистят, придорожные тротуары не чистят, машины разбиваются, детей сбивают. Что я могу сказать про гололед, это то, что это очевидно очень опасно. И очень жалко то, что об этом мало чего делают, потому что, во-первых, это наши люди, которые страдают. Городские власти предупреждают жителей, чтобы они были осторожны на дорогах. Если упали, то срочно надо обратиться за медицинской помощью. Айджан Аманова, Калыс Акибаев, Нью ТВ.